Мы находимся в Тувинской государственной филармонии имени Халилова. В эти дни на ее сцене проходит репетиция Тува джаз-бенда. Музыкальный оркестр – это единый организм. В роли мозгового центра здесь выступает дирижер, движение рук которого превращает тишину в музыку. Джазовый оркестр Тува джаз-бенд – это уникальный коллектив. Подобным может похвастаться далеко не каждый город России, и тому есть несколько причин. Первая – сложность исполнения джаза. Каждый музыкант должен быть профессионалом наивысшего уровня. Вторая – это время, силы и средства, необходимые на воспитание таких виртуозов. Тува джаз-бенду сейчас 10 лет, как официально. Мы стали оркестром с оплатой по категориям высшего образования, потому что ровно 10 лет назад, в 2012 году, мы стали выпускниками академии. Все отучились 5-летний цикл обучения у профессора Симонова, у доцента, тогда, сейчас он профессор тоже, Петра Казимира. И 10 лет назад мы начали уже выступать профессионально, не как студенты, а как уже профессиональный музыкант. Стоит отметить, обучение всех исполнителей не просто заняло 5 лет, но и каждая образовательная сессия обошлась в 700 тысяч рублей для всего оркестра. И сессий таких понадобилось 10. Упорство и желание создать редкий по профессионализму коллектив принесло свои плоды. Как отметил легендарный саксофонист Игорь Бутман, не так давно побывавший в Тыве с концертом, именно состав Тува джаз-бенд приглашен в Москву для участия в фестивале к столетию джаза. Ну, в нашей жизни планировать, как говорится, богов смешить. Но на этот момент у нас есть приглашение от Игоря Михайловича Бутмана на большой фестиваль в Москву. Тува джаз-бенд приглашен фондом Бутмана. И это приглашение пошло не в результате наших просьб или там кого-то официальных лист. Это просто приглашение фонда Бутмана. Это его приглашение к нам. И тут третьих лиц нет. Просто Игорь Михайлович Бутман и Тува джаз-бенд. Потому что у нас довольно длинные. Я сейчас боюсь соврать. 7 лет сотрудничаем мы с Игорем Михайловичем Бутманом. 7 лет уже. Поэтому мы очень рады этому приглашению, мы готовимся туда. Сам же столетний юбилей популярного музыкального направления не обделен вниманием со стороны республиканских концертных площадок. И мы тоже сделали 1 октября в Центре русской культуры концерт, посвященный столетию джаза. И вот 20-го будем делать в родной филармонии, которую мы начинали здесь, и тоже концерт. Все равно это будет все эти джазовые концерты будут посвящены этой дате знаменательной. Это очень знаменательная дата. И я очень счастлива, что я дожила до этого момента, я так считаю. 20 ноября в 17:00 на сцене Тувинской государственной филармонии имени Халилова исполнят мировые джазовые хиты, а также прозвучат российский и тувинский джаз. Сейчас артисты практически в ежедневном режиме проводят репетиции полным составом оркестра и для подготовки к поездке в столицу страны, ну и, конечно, чтобы порадовать гостей и жителей Кызыла 20 числа. И приглашаем наших друзей, наших самых преданных музыке людей, которые ходят на наши концерты. И не только их, а их друзей, их родственников. Выступления оркестра Тува джаз-бенд всегда были и остаются вершиной исполнения одного из самых завораживающих музыкальных жанров планеты. Большая удача, что в столице Тывы есть возможность посетить концерт таких джазменов. Александр Петрушин, Культыгина Шина, 108 канал.